Доброе утро всем тем, кто к нам присоединился, ну и все те, кто с нами верно остается все это утро. Друзья, 7:48, время столичное. Меня зовут Сиявуш, в студии программы «Салям» на телеканале БСТ. Ну и поговорим, наверное, о самом популярном сейчас и самом обсуждаемом — это коронавирус, а если уж быть точнее, то вакцинация. Вакцинация в Республике Башкортостан. На эту тему, друзья, мы пригласили к нам специального гостя, руководителя управления Роспотребнадзора Республики Башкортостан Анну Андреевну Казак. Анна Андреевна, доброе утро. Доброе утро. Ну и первый, соответственно, логичный вопрос. Вакцинация. Есть, скажем так, группа наших земляков разделилась на два лагеря. Кто-то говорит, что это надо обязательно, кто-то противится вакцинации. Вот почему это так происходит? Вот давайте я для начала скажу, что я пришла сюда в маске. Да. Но сейчас я могу ее снять. Почему? Потому что мы с вами сидим на доступном расстоянии. Это 1,5 метра дистанция. Поэтому я еще раз хочу обратить, что в маске нужно везде быть, в общественных местах. Обязательно вот в студии можно находиться, либо на совещаниях можно находиться, если расстояние позволяет. На социальная дистанция у нас социальная дистанция должна быть. Да. Ну, естественно, все остальные профилактические мероприятия. Что касается недоверия людей к вакцине, к вакцинации, паранойя по поводу там всемирного заговора, понимаете, вот, да. Ну, понятно, что люди опасаются. И здесь мы с вами, конечно, должны говорить и доносить до них, что вакцинация нужна. Она много лет, более 100 лет проводится. И мы с вами все вакцинированы от дифтерии, коклюша, так называемый АКДС. У нас не возникает вопроса, когда мы вакцинируемся от гепатита. Поэтому нет ничего страшного, технологии идут вперед, и людей не должно смущать, что вакцина быстро была, якобы быстро выпущена, и что это может быть опасно для здоровья. Нет, это не опасно, это самый лучший способ защиты от коронавируса. Ну, да, касательно этого много же опытов проводилось как раз-таки, потому что не просто же вот ну, и до вакцину сих пор, создали, да, и начали. До сих пор, конечно. Понимаете, да, еще у врачей есть такая, как сказать, направленность. То есть здесь главное сохранить здоровье нации в целом. То есть у нас должен популяционный иммунитет быть. И для этого важно, чтобы мы каждый привились, чтобы эта прослойка была, и коронавирус, он, как сказать, уже не поражал столько и так сильно тяжелых летальных случаев. Смотрите, сейчас очень много мест появляется там, где можно пройти вакцину. Но как правильно все-таки это сделать? То есть можно просто сразу приходить или должен быть какой-то ряд действий совершен перед тем, как вакцинироваться? То есть сходить к терапевту или еще что-то, сдать там на антитела что-то? Ну, во-первых, если это люди с хроническими заболеваниями, то, безусловно, нужно прийти к своему лечащему врачу, который знает всю историю заболевания, наблюдает пациента, прийти с ним посоветоваться, и только врач примет решение. Если медотвод, а в инструкции к вакцине есть четкое показание к ее применению и наоборот те, кому не нужно это делать. Поэтому здесь только врач решит, во-первых. Ну а если человек абсолютно здоровый, чувствует себя хорошо, тем не менее, приходя на пункт вакцинации, его осматривают врачи, и только после этого делают прививку. Смотрите, у всех возникает вопрос, у тех, кто уже якобы переболел, и говорят, что остается какое-то количество антител, при котором якобы не нужно делать вакцинацию. То есть, если такое, что вот при определенном количестве, можно пока подождать, пока эти антитела выработаются, так скажем, и потом уже перейти к вакцине. Мы все с вами очень разные люди. У кого-то, и нельзя говорить, что сильный иммунитет, слабый. Это просто специфика организма, выработки вот этих комплексов антител, защитных комплексов к любой болезни, в том числе к коронавирусу. Поэтому сегодня есть антитела, завтра при любой. Человек не выспался, устал, стрессовая ситуация, не доел там или еще что-то. И как поведет его иммунитет, как он снизит этот защитный титр, мы предполагать и гадать не должны с вами. Тем более, что надо доверять нашей науке. Мы же с вами не спрашиваем, как новые технологии применяются в машиностроении или в пищевой индустрии. Мы с вами доверяем технологам, доверяем ученым. Вот здесь та же история. Надо довериться все-таки ученым, медикам, и не сомневаться, и не тратить деньги на исследование своих антител. Это дорогостоящие все равно анализы. Просто довериться, прийти к врачу, если врач скажет, вам не нужна вакцинация. Идти спокойно домой. Идти восстанавливать свое здоровье, чтобы потом провакцинироваться. Поэтому... Все. Ну и стоит напомнить, что вакцинация у нас бесплатная.
Везде, во всех. Вакцинация бесплатна, во-первых, она входит в те гарантии государственные, которые даны перед обществом, да, и конституционное право наше, и страховая медицина и так далее. Во-первых, бесплатно, во-вторых, она доступна, у нас сейчас пунктов много, везде можно привиться. Еще и выездные появляются, да, все верно. Смотрите, есть ли какой-то перечень людей, кому-то вот прям вот в первую очередь нужно пойти и вакцинироваться? То есть, если кто-то там еще, грубо говоря, думает об этом, да, в хорошем самочувствии, но если те вот кому-то вот прям вот обязательно нужно сходить? Всегда есть группы риска. У нас, конечно, надо вакцинироваться всем. Но в первую очередь это люди, которые попадают в группу риска. Это, естественно, медики, это учителя, это торговые работы. Это все люди, которые встречаются с большим количеством контактов, социальных контактов. Ну, почему мы обращаем внимание, что всем нужно? Сейчас лето. Мы все имеем большой широкий круг социальных контактов. На отдых ездим, путешествуем, поэтому всем нужно. У нас появляются вопросы, да, соответственно, у нас WhatsApp-канал работает, и есть один из них. Если сотрудник привит и по работе имеет контакт с большим количеством людей, а дома жена, кормящая мать, как уберечь супругу и младенца? Во-первых, если он привит, надо говорить, что он, конечно, защищен лично, да, но это не говорит о том, что он не может быть зараженным или переносить. Поэтому мы говорим ходить в масках, чтобы защитить кормящую, беременную жену. Конечно, здесь нужно проветривать помещение, обрабатывать средствами. Ну и после прихода, у нас были, кстати, целые ролики с вами на телевидении, когда человек пришел с работы, он должен переодеться, помыть руки, умыться, то есть только гигиенические процедуры могут быть профилактикой. Самое главное. Я так думаю, что мы и отвечаем, в принципе, и на следующий вопрос. Вот человек, который сделал вакцину, может ли быть носителем? Соответственно, может, я понимаю. Может, да. Но поэтому надо понимать основное свойство вакцинации. Да. То есть это не безусловная защита. То есть это тренировка нашего организма, то есть те защитные титры, которые образуются, и та привычная схема выработки этих антител, да, для организма. При встрече вируса распознают антитела этот вирус и защищают организм, чтобы он не ушел в осложнения, в тяжелые формы и так далее, заболевания. Ну, тут возникает очень много вопросов по поводу того, что количество антител, нужно ли вакцинироваться. Как уже было сказано нашей гости Анной Андреевной, что лучше проконсультироваться со своим врачом. Правильно? Ну, вообще, при любых сомнениях, конечно, нужно идти к доктору. Надо идти к доктору, которому вы доверяете. Ну, обычно у нас у каждого есть какой-то специалист. Да, свой друг, знакомая. Да, да. Поэтому, ну, если вам так будет проще и душевно, конечно, надо идти к тому специалисту, которому вы доверяете, с ним проконсультироваться. Но я хочу обратить внимание, что и наши коллеги, медики, тоже иногда заблуждаются и дают неправильные рекомендации. Почему это происходит? Потому что мы каждый... Сейчас вообще, к сожалению, мы живем во время такой профессиональной некомпетентности некой. Да, потому что все во всем разбираются. Да? Есть интернет, есть доступ к информации. Но надо понимать, что есть узкие специализации, в том числе у медиков. Это вирусологи, вакцинологи есть, иммунологи. Это те специалисты, которые знают, как работает. То есть, имея медицинское образование, тем не менее, как сказать, не 7 пядей во лбу, я не могу знать все узкие специальности медицинские. Поэтому, конечно, я доверяю врачам. Вот поэтому, друзья, выбирайте правильных специалистов, обращайтесь к правильным врачам. Ну, как правильно? К узкой специальности, находите того специалиста, кому вы можете доверять, но и самое главное, берегите себя, берегите свое здоровье, но и пусть вакцинация пройдет успешно, безболезненно, ну и защищайте себя, друзья, вот таким вот образом и своих родных.